Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Да, ну, Утумидин, я рад вас приветствовать и благодарен за то, что мы с вами встретились. Те вопросы, которые вы мне задали в отношении уроков предыдущих революций, я считаю, конечно, это очень интересно, она требует очень большого такого, времени, что ли, чтобы рассказать. Но если кратко, то прежде всего я хотел сказать о следующем, о чем я неоднократно говорил. Первое, есть причины, условия, есть повод для совершения революции. Так вот, если мы сейчас говорим о том, почему эти революции произошли, значит, первое это в 2005, потом в 2010 году, то надо иметь в виду, что причины и условия для совершения революции у нас существует много лет. Почему? Причинами революции любых волнений это прежде всего неправильное руководство, это коррупция, да? Это тяжелое экономическое положение граждан своей страны, это недостатки в системе управления и так далее. Вот. Поэтому такие причины и условия существуют, но чтобы совершилась революция, должен быть какой-то толчок. Так вот, толчком в революции 2005 года было то, что когда прошел мирный митинг, тогда во главе с Атамбаевым, они шли от форума, и Атамбаев в микрофон, между прочим, говорил, что близко не подходите, там сидят снайперы, мы идем на мирный митинг, там не было намерений что-то сделать. И вдруг примерно 150 молодых ребят в белых кепках, вооружившись камнями, стали камнями закидывать демонстрантов. И сначала, конечно, все разбежались, но потом эти же люди, которые шли на площадь, возмущенные тем, что так с ними поступает, бросились за этими ребятами, те забежали в Белый дом и, выражаясь военным языком, на плечах противника зашли, этот объект заходит в Белый дом. И получилось, взяли вот так власть. То есть забыли одно, что у нашего народа есть такое одно качество мощное, как обостренное чувство справедливости. С народом так поступать нельзя. Что произошло в 2010 году? То же самое, вы помните, да? Клановая система управления, создали цари, сын стал управлять фактически государством вместе с отцом. Вроде причины есть, но народ пока не возмущался. И вот когда опять-таки собираются около форума для того, чтобы выразить возмущение, перед этим ночью задерживают всех лидеров оппозиции. Люди приходят, а где их лидеры? Нету. Естественно, стараются куда пойти? К Белому дому выяснить, где же наши лидеры. И там их встречают огнем. Причем бьют на поражение. И опять-таки, когда бьют на поражение, люди уже это не испугались, и они пошли и захватили этот Белый дом, и Бакиев вынужден вместе со своей семьей скрываться. Вот был повод неправомерное применение оружия против мирного населения. Сейчас что угодно говорят, что там были пьяные, не пьяные, но стреляли в головы и убили 87 человек. Говорят, кто-то был в стороне, кто-то, неважно. При такое количество убитых во время короткого времени, это говорит о том, что действовали сознательно именно на поражение. Это был повод для того, чтобы совершился. Теперь какие уроки? Если мы говорим об уроках революции, то надо иметь в виду, что революция – это не просто захватить здание, просто захватить – это переворот. Революция всегда имеет определенные цели. Революция 2005 года имела цели свергнуть, и чтобы не было кланового правления, да, чтобы это то, что акаевское правление. Получилось хуже. Я побыл всего лишь 1 год премьер-министром. Этот год был посвящен только тому, чтобы выйти из кризиса, поскольку там такая ситуация была, были разрушены здания, надо было все восстанавливать, надо было объединить север-юг вместе с Бакиевым. И фактически, не оправдываясь, но моя задача была узкая, направлена для того, чтобы удержать экономическую ситуацию. Но далее, я где-то год поработал, я ушел потом, и уже дальше пошло, вы сами знаете, что произошло. И вот теперь, то есть цели революции не достигла. Естественно, опять был повод для того, причина для того, чтобы народ вышел снова на улицы. 2010 года то же самое. Но есть один интересный момент.
это может быть из общей так, мистики, да, но у одного аксакала спросили, будет ли после революции 2005 года новая революция. Он сказал, будет. Почему? Потому что кровь не пролилась, люди не поняли, вот когда кровь прольется, тогда долго не будет революции. В 2010 году кровь пролилась, и вы заметили, 10 лет ничего не было, люди боялись. Такая же ситуация в Таджикистане. По разным оценкам 100-150 тысяч погибло во время гражданской войны. Люди говорят, нам нужен сейчас только мир, ничего не надо. Чем эту смерть лучше будем жить, пусть даже при одном правителе, там, Рахмон и так далее. Сейчас людям не это надо, им нужен мир. То же самое после 2010 года. Но вот революция, я условно называю ее революцией, хотя здесь революция, честно говоря, с натяжкой. Мы скажем, что это была революция, наверное, через год, если произойдут коренные изменения, то, что сейчас заметил Садыр Джапаров, он сможет воплотить, значит, тогда революция свершилась, достигла своей цели. Пока все эксперты, политологи называют это переворотом. Пока. Будем ожидать, что какие-то произойдут позитивные изменения, изменится и не только, значит, экономическая ситуация, но и политическая, идеологическая, да, и нравственные какие-то моменты произойдут, перестроечные моменты. Тогда можно будет сказать, что тех целей, которые поставил Садыр Джапаров, придя к власти, вот таким путем достигнут. И я думаю, надо пожелать успеха, потому что его успех – это прежде успех для народа. Теперь вопрос насчет границы с Узбекистаном, Таджикистаном. Как можно решить вопрос? Ну, как известно, сейчас председатель Государственной комиссии, генерал-лейтенант Ташиев, председатель комитета государственной национальной безопасности, выезжал, значит, подписано соответствующее соглашение. Пока это соглашение еще не прошло утверждение, потому что это соглашение должно пройти через парламент, там же меняются границы, а это вопрос только в компетенции парламента. Значит, предстоит еще дополнительное обсуждение. Но по предварительным данным можно считать ее в целом успешной. Естественно, какие-то детали там надо посмотреть, но я хотел сразу же предупредить всех тех, кто этим вопросом интересуется. Когда речь идет о спорных территориях, никогда в истории не бывало, чтобы две стороны были довольны. Обязательно ущемление каждой из сторон произойдет. В чем произойдет? Кому-то отдают часть воды, кому-то отдают часть земли, да? Кому-то, может, пастбище, кому-то другие там объекты могут достаться, да? Вот, допустим, там нефтехранилище, газохранилище, ну, я условно говорю. Вот, может, какие-то станции там могут быть и так далее, возвышенности. Поэтому этот вопрос надо уже рассматривать уже на другом уровне, во время парламентского утверждения. Но я повторяю, что моменты, которые могут вызвать недовольство, они с той и с другой стороны будут. Но это неизбежно, потому что столько лет эти вопросы не решались. Поэтому, я думаю, надо с терпением к этому отнестись. Должен быть здравый подход, что никогда не бывает, чтобы одна сторона была полном выигрыше. Ни таджикская, ни наша сторона от этих вопросов 100% не могла быть выигрышной, какими-то интересами они поступились. Теперь следующий вопрос мой относится к вам. Вот насчет вертолета. Значит, в отношении вертолетов, самолетов, недавно на одном из телеканалов было выступление мною ранее уважаемого человека, Топчебек Тургуналиев, который сказал, что я продал 17 боевых самолетов. Во-первых, у нас никогда не было самолетов боевых в таком количестве. Это первое. Никаких вертолетов никогда не продавал. Если бы я так всем говорю, если один винтик от самолета я продал кому-нибудь, я публично при всех заявил, я возьму оружие и публично застрелюсь. Но если не докажут, что я продал, я других не хочу, чтобы они стрелялись, но пусть просто принесут мне извинения. Но люди, что интересно, да, я хочу один момент рассказать, притча такая есть. Один человек на другого наговорил всякие гадости, оклеветал. Это было там 1000 лет назад. И они пришли к судье.
Судья говорит, выяснил все вопросы, говорит, да, ты, оказывается, сказал неправильно, ты этого человека оклеветал. Тебе такое наказание. Пойдешь домой, при свидетелях, у тебя есть подушки, там есть перья, все это вспоришь и на ветер бросишь. И завтра придешь, мне скажешь. Он так и сделал. Приходит, говорит, так, что ты сделал? Я, говорит, все распорол, все бросил, ветер уже разнес. Теперь иди, говорит, собери. Он говорит, как я могу собрать? Это же перья, как я соберу? Вот твоя клевета такая же. Ты сказал, а теперь я, судья, сказал, что ты не прав, но только мы знаем, 3 человека, что ты не прав. А твоя клевета пошла по всему миру. Вот так и со мной. Вот это самолеты кто-то говорит, один написали, до сих пор говорят, и ни одного факта нет. И не могло быть, потому что у нас не было такой техники. Понимаете? Вот мой ответ. Сейчас спорный момент. Камбарата Да. есть. Что вы скажете? По Камбаратам я считаю, что в принципе, я подчеркиваю, в принципе, решение правильное. Вместе с узбекскими, значит, нашими коллегами, братьями строить эту ГЭС. Почему? Когда мы что-то говорим, сами можем построить, вопрос всегда простой. Кто-то сидит на диване, рассуждает, мы можем сами все делать. Я не спорю. Мы можем сами добывать золото. Но прежде чем добыть золото, прежде чем построить станцию, надо составить технико-экономическое обоснование. Надо составить проект. У нас даже на это нет денег в бюджете. Таким образом, это первый момент. Да, второй момент. Если мы вместе с ними эту станцию создадим, то для них в этом есть очень большой интерес. Почему? Потому что эту электроэнергию мы можем продавать. И более того, в Токтагульском водохранилище мы можем, значит, воду, значит, собирать для того, чтобы весной и осенью направлять на вегетацию, то есть на поливные дела для наших соседей в основном. За счет того, что мы будем зимой, эта станция будет нам давать часть электричества, мы можем ее обеспечить внутренние потребности, направлять на касса 1000, это через Афганистан, через Таджикистан, Афганистан и Пакистан, причем по хорошей цене, выше 5 центов за 1 киловатт, и можем зарабатывать хорошие деньги. И плюс к этому мы налаживаем добрососедские отношения, не будет споров по воде. Единственный момент, когда мы будем делать соглашение, надо посмотреть, чтобы мы не оказались, не прогадали в плане того распределения прибыли, тем, чтобы мы здесь не проиграли в плане того, чтобы в будущем, как эта станция будет эксплуатироваться. Но это уже вопрос уже отдаленной перспективы, и, естественно, он должен пройти обсуждение в парламенте. Мы все вопросы должны узнать, чтобы потом не говорили, что мы что-то продали, чем-то поступились. Спасибо.